Добрый день! Ольга Александровна Степанова, ведущий библиотекарь сектора краеведческой работы Игринской центральной районной библиотеки имени Кедра Митрея. Тема моего выступления – Сибирский тракт как основа формирования личностного и писательского мировоззрения Кедра Митрея. Сибирский тракт был единственный в мире столь протяженной трансконтинентальной сухопутной магистралью. Он не только воздействовал на темпы и масштабы освоения огромных сибирских территорий, но и оказал огромное влияние на все стороны жизни населения предтрактовых деревень, сел и городов. Не исключением и наш поселок Игра, и люди, жившие здесь, в том числе наш земляк, основоположник удмуртской литературы Кедра Митрей Дмитрий Иванович Карепанов. Нам интересна тема, как жизнь на Сибирском тракте повлияла на формирование характера, а в дальнейшем и на творчество писателя. Тема не изучена, тем она и привлекает к себе. Это поле для исследования учеными, литературоведами. Мы же, библиотекари, лишь делаем попытку объединить факты, связывающие Кедра Митрея и Сибирский тракт. Эти переплетения прослеживаются на протяжении всей биографии писателя. Первый факт. Дом на Сибирском тракте. Родился Дмитрий Иванович Карепанов 28 сентября 1892 года в селе Игра, стоящем на Сибирском тракте, с которым была связана жизнь семьи Карепановых. Интересен факт происхождения псевдонима Кедра Митрей, связанный с именем прадеда писателя Егора. И началась эта история в деревне Кузейлут, которая находилась на Сибирском тракте. В повести «Дитя больного века» описаны эти события. Когда ему было еще лет 16, проезжали через Кузейлут русские купцы. Ну вот купцы предлагают Егору одну чашку кедровых орехов. Егор не смеет взять у них и отказывается. Купцы поели и вышли во двор. А Егор меж тем развязал мешок и стал полными горстями пересыпать орехи из мешка в карманы. Как раз в это время входят купцы. Купцы ничего не сказали, им не было жалко орехов, но все же стали смеяться над Егором и прозвали Кедра. Это прозвище так и осталось за ним на всю жизнь. Его потомки стали называться Кедра. Второй факт. Отец писателя служил ямщиком на Сибирском тракте. Из автобиографической повести узнаем. Отец был крутого нрава, забияка, вечно угрюмый и довольно грубый. С малых лет он приучился ямщичить. Главная же работа была возить почту. Рассказывают, настолько по времени много проезжало по Сибирскому тракту, что нельзя было перейти улицу женщинам, идущим по воду на ключ. Отец в то время был уже забубенная голова, какими бывают обыкновенно все ямщики. Факт третий. Учеба в Зуре. Не только место рождения и работа отца связывают Кедра Митрея с Сибирским трактом, но и годы учебы в Зуринском земском училище. Через 20-30 километров по Сибирскому тракту располагались этапные пункты, в которых размещались на отдых ссыльные, содержались во время следования в сибирскую ссылку многие декабристы. На территории Игринского района такие этапные пункты находятся в Бочкеево и в Зуре. Зуринская этапная тюрьма была построена в 1820 году. В настоящее время это памятник федерального значения. Именно в этом здании в начале 20 века располагалось земское училище, в котором в 1905-1907 годах учился Кедра Митрей. Годы учебы в Зуре стали переломными в жизни Кедра Митрея, подтверждение чему мы находим в повести «Дитя больного века». Во второй год моего обучения в двухклассном училище во мне произошла чрезвычайно большая перемена. До сего времени я был беда какой набожный. Не ошибочно будет, если скажу, что был фанатиком. Я ударился в другую крайность, стал настоящим атеистом. Вторая сторона, о которой я тоже упомянул выше, это сторона политическая. В ней, в свою очередь, произошел тот же переворот, что и в отношении к религии. И здесь, как и там, я ударился в крайность, противоположную первой. У того же помощника учителя К
я брал наряду с книгами, отрицающими божество, и книги политические, отрицающие монархию. Личность помощника К нам удалось установить благодаря исследовательской работе Валерии Агафоновой, участницы научно-практической конференции «Исторический мост в Ужгурт глазами Кедра Митрея 100 лет спустя». Это произошло после чтения революционных книг, предложенных ему учителем Пименом Ефимовичем Коневым. Фамилия Конев не распространена в нашей местности. Этот человек был, скорее всего, не местный, политический, ссыльный, поскольку располагал определенной литературой. Подтверждением, что ссыльные в наших местах были, является личность другого учителя, Алексея Алексеевича Смирнова, основателя Заякинской кедровой рощи. И у Зои Богомоловой мы читаем: в родном селе будущего писателя проживало немало политических ссыльных из разных краев России, участников революционных событий. Факт 4. Служба в армии, гражданская война тоже связали Кедра Митрея с Сибирским трактом. Весть об Октябрьской революции застала его в Иркутске, городе декабристов. В Сибири писатель оказался с началом Первой мировой войны. В этот период метаний, поиска своего пути в жизни. Чуткий к событиям современности, Кедра Митрей откликнулся на революционные события, происходящие в России и Европе, в своей трагедии «Эштерек». Факт 5. Символический образ дороги в произведениях писателя. В 1921 году после возвращения из армии Кедра Митрей вновь окажется в Зуре, на Сибирском тракте. Будет работать в отделе народного образования. Профессию учителя он получил в Казанской инородческой учительской семинарии. Вот как он описывал свой путь в Казань в автобиографической повести. «Шел я по Сибирскому тракту. По обеим сторонам росли высокие березы. Они стояли по 2 ряда на каждой стороне дороги. Дорога эта хорошо знакома. Много раз приводилось проезжать по ней, а ровно и проходить пешком во время учения моего в Зуре». Поэт Николай Тяпкин описал это в стихотворении: «Сибирский тракт листвой берез венел, когда в Казань он на учебу ехал. И долго лес игринский вслед гудел ему своим осенним гулким эхом». В повести «Потрясенный в Ужгурт» также прослеживается символический образ дороги. Ужгурт стоит на холме. С востока на горе проходит тракт. По обеим его сторонам стоят березы, уже потерявшие счет годам. Стоят, шепчутся между собой обо всем, что довелось повидать на своем веку. В этот тракт, проходивший от Казани в Сибирь, упирается другая такая же дорога. Сейчас-то дороги эти хороши и красивы, но надо помнить, что они вымощены костями. Много погибло людей, согнанных сюда насильно. Одним из наиболее поэтичных, идейно и художественно зрелых рассказов Кедра Митрея является рассказ «Сурсву» «Березовый сок». В этом рассказе береза является свидетельницей истории, символом Сибирского тракта. Дорога пролегала мимо деревень, где жили удмурты. По этой дороге шли арестанты, ссыльные из центра России. Их, закованных в кандалы, гнали в Сибирь, подгоняя плетьми. Жильк, жильк, гремели железные кандалы и раздавались заунывные песни. Одно время мимо меня возили в казну сибирское золото. И купцы проезжали здесь обозами, везли свои товары на Ирбитскую ярмарку. А из Сибири в Москву везли пушнину и другие богатства. Береза в рассказе является не только олицетворением кандальной дороги, но и самого Кедра Митрея. Все, что вытерпела береза, страдания, которые выпали на ее долю, пережил и сам автор. Словами березы автор говорит: «Помню, как казаки расстреливали у моего ствола прихрамывающего удмурта фельдшера. О воспоминаниях сына Кедра Митрея Геннадия читаем. Вы видите на фотографиях? Он везде лысый. Лысым он стал, когда его ставили на расстрел за участие в партизанском отряде. Заступились за него солдаты, сами же белые».
Работая над этой темой, еще раз убедились, насколько умен был наш земляк. Выходец из социальных низов, Кедра-Митрей вошел в число национальной интеллигенции, стал одним из лучших ее представителей. По сути, для нас он является не только писателем, но и летописцем событий. По его книгам мы можем изучать историю нашей малой Родины. Жизнь Кедра-Митрея проходила в дорогах. Писатель дважды был осужден, дважды повторил судьбу каторжан, шедших по Сибирскому тракту в заключение. С самого начала, примерив свою биографию больному времени, он стал сначала активнейшим его деятелем, а потом и жертвой, так же, как декабристы. Когда-то кедровые орехи, привезенные купцами из Сибири, дали имя родовому прозвищу семьи Карепановых. А через много лет писатель трагически закончил свои дни там, где произрастают кедры. Как писал Владимир Владыкин, он вновь оказался в Сибири, в суровом краю кедрачей, как бы оправдывая свой псевдоним. Автобиографическую повесть «Дитя больного века» писатель заканчивает словами: «Повесть кончена моя, но вместе с тем не кончена жизнь моя, она продолжается, длится в нашей памяти, так же, как Сибирский тракт, без которого немыслима история России». Спасибо за внимание.